Добрый день, уважаемые любители Приветствуем бокса. всех любителей спорта, в частности бокса. С большим удовольствием национальная вещательная компания «Сахан» начинает прямую трансляцию с первого соревновательного дня долгожданного события чемпионата России по боксу. Все мы знаем, что Якутск уже второй раз принимает главный боксерский старт страны. Это действительно масштабный, настоящий праздник бокса. Для вас у микрофона сегодня будем работать мы, я Власий Сергеев, и мастер спорта Советского Союза, заслуженный тренер Республики Саха-Якутия по боксу Александр Афанасьевич Теоситов. Ну что ж, дорогие друзья, у нас первый соревновательный день будет очень насыщенным. Нас ждут состязания в трех весовых категориях. Это у нас до 81 килограмма, до 91 килограмма и свыше 91 килограмма. Мы, конечно же, будем фокусироваться на первом тяжелом весе, где выступят два представителя Республики Саха-Якутия. А если быть точнее, это у нас Алексей Шахов и Вадим Лихман. Фокусируемся мы сейчас на ковре «Б», где у нас первая пара выйдет. Это Артем Федоров, представляющий Санкт-Петербург, и против него Муслим Гаджимагомедов, Краснодар, Дагестан. Ну, конечно, Александр Афанасьевич, мы не можем не вспоминать первый чемпионат России, который прошел в 2007 году под сводами Дворца спорта «50 лет Победы». Что можем сказать о прошлом чемпионате? Ну, прошлый чемпионат прошел, как вы все знаете, в 2007 году. В нем участвовало 225 боксеров из 48 субъектов Российской Федерации. И у нас, как вы знаете, стал чемпионом Георгий Балакшин, и 5 боксеров стали бронзовыми призерами. Да, и более того, отметим что Георгий Русланович на том турнире по итогам соревнований был признан лучшим боксером чемпионата. Да, лучшим боксером он был признан, и действительно он все бои закончил досрочно. Это факт. Так что он был в очень хорошей форме в то время. Да, досрочно завершился и финальный поединок против представителя Дагестана, если не ошибаюсь, в третьем раунде. Ввиду явного преимущества лидер сборной Якутии одержал более чем уверенную победу. Да, ну что ж, если говорить о нынешнем чемпионате, спустя 11 лет столица нашей республики вновь добилась права провести главный боксерский старт страны. Нынче у нас участвует 284 участника из 56 субъектов страны. Очень масштабный, конечно же, старт. А мы сейчас видим, как на ринге появился Муслим Гаджимагомедов. Представляет он Краснодар и Дагестан. Сейчас принято в практике выступать за два региона. Допустим, наш Георгий Балакшин тоже в свое время выступал за Московскую область, за Якутию, за Ханты-Мансийск, за Якутию и так далее. Ну, и сейчас тоже эта практика продолжается. Да, как видим, это актуально и сегодня. И против представителя Краснодара, Дагестана в синем углу это у нас Артем Федоров из Санкт-Петербурга. Все готово для начала поединка. Традиционное приветствие. Да. И вот сейчас в красной форме выходит Гаджимагомед Муслим, а в синей Артем Федоров, Санкт-Петербург. Да, вообще, если продолжать тему, о якутских боксерах, мы представлены в 8 весовых категориях из 10. И по ходу, конечно, турнира будем обращать, конечно же, очень большое внимание на наших боксеров. Сегодня мы уже, как проанонсировали, выйдут два представителя Якутии, как раз таки в этом весе. Ну а сейчас все внимание на этот поединок. Итак, Гаджимагомедов, Краснодар, Дагестан, и Федоров, Санкт-Петербург. Ну, как смотрите, вот боксеры начинают осторожно прощупывать друг друга. Разведка дистанции, там
Вот более решительно пошел боксер синего угла. Да, Артем Артем Федоров Федоров, ага. сразу занял, да, центр ринга и первые секунды провел в атаке. По Атаки, крайней да. мере. Вот сейчас тоже вот ответил хорошо справа. Он его поддавливает к рингу канатом. Вот, ну, бой сейчас только начался. То судить сейчас пока рано. Да, конечно, безусловно, рано. Ну, видим, да, вот спортсмены обмениваются, да, нащупывают почву. Обменивается. Вот, хороший, да, боковой прошел, сильный. Боксер из Дагестана. Тоже неплохой боксер, видно. Сейчас вопрос, мне кажется, решит, кто больше будет опережать. Они ждут друг друга. И это, кто первым ударит, тот как-то в выгоде остается. Ну, то есть, Александр Афанасьевич, считаете, что в этом поединке будет решать вот именно кто будет действовать на опережение? Нет, это просто первое впечатление. Да. Это бой очень так долгий. 9 минут будут сражаться ребята. И за это 9 минут очень много будет этих моментов, эпизодов, как говорится. Да. Ну, стоит отметить, что хороший темп, да, нам показывают. Хорошее начало они приняли. Вот оба очень грамотно боксируют. Спокойные оба. Вот. Не спешат. Психологически они хорошо подготовлены, мне кажется. Вот, хорошо ответил Краснов. Этот не остается в долгу. Федоров. Да, Гаджимагомедов очень активно вот использует правый боковой сильный. Да, вот тоже хорошо кросс так, полубоковой, прямой провел. Вот, ну, точнее, было бы точнее. Так. Но, во всяком случае, увидели мы достаточно акцентированных попаданий хороших. Ага. Акцентировал попадание обоих боксеров. Вот. Ну, первый раунд Артем Федоров очень активно начал, да, сразу занял центр ринга, но по ходу поединка, да, Гаджимагомедов. Правильно замечаете, вот он хорошо держится, он все контролирует, боксер с красного угла. Я думаю, как минимум выровнял положение представитель Дагестана. Ага. Последние мгновения первого раунда. Ага, ну все. То сейчас после конца раунда они, тренеры будут там корректировки давать. Да, звучит гонг. Гон, да, перерыв. Ага. Боксеры идут отдыхать. И сейчас, конечно же, очень важна тренерская работа. Сейчас специалисты вступят в игру, да, так сказать. Будут давать наставки, советы. Ну, видим, что дышат, да, боксеры. Конечно, активно поработали в первом раунде оба спортсмена. Видно, что они не устали, в хорошей форме находятся. Один раунд только закончился. После третьего раунда, если так, выносливость в таком же уровне, то, значит, боксеры в хорошей форме можно считать. Вот это начало раунда было, помню, да? Да, Артем Федоров сразу пошел правым прямым достал. Вот тут здорово, да, правой все-таки достал. Вот. Работа по корпусу. Сейчас тактику будут менять во втором раунде, мне кажется. Это тут идет борьба на победу. Это будет зависеть, как второй раунд они проведут, затем третий. Вот, представитель Дагестана активно работает по корпусу. Да, он все внимательно, все просматривает, вот достает левой передней рукой и спокойно. Вот сколько уже, да, вот прямых выбросил Гаджимагомедов? Да. А этот боксер надо бы самому атаковать, или что-то он идет без ударов и не попадает потом. Он прочувствовал, дагестанец, хорошо прочувствовал соперника, ну и перехватывает контратаку его. Он хорошо провел сейчас слева по туловищу. Ну да, во втором раунде очень активно, да, вот именно по туловищу работает. Да. Ну, нам кажется, красный этот раунд выигрывает. Ну, судьи будут решать, кому этот раунд давать. Но очень
внимательно, хладнокровно боксируют оба, но более так, ударов, ну, очков набирает боксер с красного угла, мне кажется. Да, и хотелось бы для наших телезрителей проанонсировать, да, сегодня вот мы с 12 вот начинаем дневную программу, в рамках которой вот состоится 29 поединков, это весовые категории до 81, до 91 и свыше 91 килограммов. Ну и потом вечером у нас в 17:00 торжественное открытие чемпионата России и вечерняя программа, в рамках которой пройдут также предварительные поединки, но уже в других весовых категориях выйдут на ринг спортсмены в весе до 49 килограммов и до 75. И мы, конечно, с нетерпением будем ждать также выступления Василия Егорова. Встретится он с Виктором Кулдошиным, чемпион Москвы. И Роман Абутов также выйдет. Ну а пока мы возвращаемся к нашему поединку. Более активно начал бы боксер синего угла, но хорошо перехватывает. Точнее, все равно оказывается дагестанец. Удар его доходит до цели беспрепятственно почти в некоторых моментах. Так. Еще в этом весе мы будем смотреть в третьей паре Шахов Алексей, в четвертой Лихман. Другими будут боксировать, но будем болеть за них. Безусловно, да, все, думаю, любители спорта прекрасно помнят, что Вадим Лихман ты хорошо. первым из якутян в тяжелом весе стал, зашел призером. на пьедестал почета чемпионата Призером России. стал, да. Когда он был совсем молодой и очень так азартно проводил поединки и достойно, в общем, завоевал бронзовую медаль. Ну, очень радостно, да, то, что с того чемпионата первого, который прошел в Якутске, прошло 11 лет, а вот Лихман все еще в обойме, да? Ну да. Ну, будем болеть и смотреть. Ну, а вашему вниманию сейчас вот яркие моменты второго раунда. Да. Вот видишь, удары проходят в него. Большинство ударов до конца не достигает от боксера синего угла. Ну, безусловно, да, Гаджи Магомедов. Вот опять хорошо провел. Точнее действует, да, во втором? Контратакует хорошо. Ну и на опережение тоже получается. Напряжение тоже работает. Вот. Ну, я думаю, то, что если на что-то хочет, да, рассчитывать Артем Федоров, ему нужно активизироваться. Да, активизироваться и менять как-то тактику. А то он идет с ударами, без ударов. Вот третий раунд, да? Да. Нет, это запись. Да, третий раунд. Итак, сейчас посмотрим, что же Артем Федоров сможет противопоставить Муслиму Гаджи Магомедову. Нам кажется, по крайней мере, нам кажется, что пока что он уступает. Ну, сейчас этот раунд пока нормально идет. Вот ему надо подходить и чуть-чуть сразу отходить надо. А он все равно шел вперед. И к нему этому надо было, чтобы вторым номером работать. Боксер с красного угла. Он ждет его, видите как. Ждет и не спешит. Ну да, видно. Опять попадает. Видно, что Гаджи Магомедов, да, вот чувствует, что он ведет ее, отдал центр ринга. И вот вторым, здорово. Вот. Еще раз. Он очень так хорошо подготовлен. И в тактическом плане хорошо строит. Федоров, Артем тоже грамотный боксер, но видите, торопится, спешит, волнуется. Удар за ударом, да, пропускает Федоров. Ну, очень здорово себя проявил Муслим Гаджи Магомедов. Он клич взял, когда он начал его в ближнем бою. Инициативу стал набирать ударами боксер синего угла, но тут же он его клич вперед и нейтрализует ближний бой. Вот хорошо. Снизу здорово, да? Попадание какое. Еще есть. Ну, очень здорово действует Гаджи Магомедов. В плане точности, видите, какая серия. И все удары и там. Еще. Тут третий раунд уже красиво боксирует. По логике вещей, да, активнее должен был быть Артем Федоров, но, как видим... Мне то желание есть, но, видишь, не получается. Это же игра, так сказать, как в других видах спорта тоже. Ну, игра нервов. Торопиться будешь и уже
Ну да, безусловно. Сам под это пойдешь к нему. вот. Прочувствовать момент, нужный Да, момент, да, нужный включиться. момент. Во-во-во, ага. Также в других видах спорта также. Ага. Вот, прямой тоже долетел. Ага, он как бы отходит, а тут атакует вроде, но получает ударов. А этот отходит и наносит ответные встречные удары. Ну, Артем Федоров, да, вынужден атаковать, Атаковать, а конечно, Гаджимагомедов да. здорово чувствует дистанцию. Да-да-да. И как возможность появляется, сразу, да, вот осыпает ударами. Последние 10 секунд. Ну, тут видим, сломя голову, Федоров пытается, Ну, да? конечно, желание победить. Не получается, ну что делать? Ну что ж, завершился первый поединок чемпионата России 2018 года. Ждем объявления, оглашения результата данного поединка. На ваших телеэкранах вот Артем Федоров, казалось бы, здорово начал, инициативу сразу с первых мгновений перехватил. Но потом мы видели то, что видели. Муслим Гаджимагомедов здорово вел весь поединок, чувствовал дистанцию, был точнее, ну и результативнее, продуктивнее. Да, ага, у него было все хорошо получалось. И контратака, и опережение соперника, ну и все. Вот видите, как все на кулачках таскает, говорят боксеры. Выражение такое есть. Да, ну что ж, поздравления принимает Муслим Пока Гаджимагомедов. не объявляли. Но пока это самое. Да, вот объявили, Объявили. да, пока мы смотрели повторы. Ага. Муслим понятно, принимает ага. поздравления. Представитель Краснодара и Дагестана. Более чем уверенная победа. Хороший, качественный поединок подарили нам боксеры. Мы, конечно же, будем акцентироваться на ковре Б, где уже через поединок, дорогие друзья, через поединок выйдет Алексей Шахов, Республика Саха-Якутия. Он выступит против Шамиля Мансурова из Чечни. Ну а сейчас вторая пара. Это у нас в красном углу ринга Владислав Ревудский, представитель столицы нашей страны, и против него Ислам Тикеев, Московская область. Соответственно, в синем углу. Весовая категория, напомним на всякий случай, это до 91 килограмма, первый тяжелый вес. Ну что ж. Так, Ревудский, красный угол, в красной форме, я Ислам Тикеев, город Москва, он синего угла, в синей форме. Ну что ж, первый раунд. Ага, первый раунд начинается, боксеры, ну, как видите, не спешат, вот, ну, более решительно пошел москвич, ну, оба москвичи, Московская область, Москва. Они, наверное, хорошо друг друга знают, поэтому и так начинают. Они часто, наверное, встречаются на тренировках, да, и на на соревнованиях. Там. Областных соревнованиях. Да. Поэтому видно же, да, как-то сразу. Вот. Разведка у нас идет. Ага, он хорошо встретил, ответил. Боксер с красного угла. Вот. Этот старается инициативу взять в свои руки москвич. Тикеев Ислам. Ну, Тикеев, как видим, все время наступает. Наступает, идет, ага. Ну, а в целом по попаданиям по попаданию. равновесие. Вот это самое. Он хорошо прямые удары. Прямым ударом его останавливает и на отходе наносит удары. Это более искусно боксирует боксер с красного угла. Ну, оба спортсмена хорошо действуют в обороне, в защите. Да, хорошо поставлена защита обоих, но он хотя атакует, но он страхует защиту. Да, Защитные например, защитные действия у него достаточно хорошо отработаны. в прошлом поединке к этому времени уже значительно больше попаданий было, да? Ну да. А тут видим. Вот видишь, как хорошо он его контратаковал. Ревудский.
Вот здорово Ага. снизу и добавил боковой. Ух. Видим, что Тикеев нацелен, да, нацелен на атаку. На атаку и на удар. Ну, он его в дистанции прямым ударами останавливает очень так грамотно и вовремя. Ревудский. Ну, Вот видите, как ага, потом переходит сразу в контратаке на атаку свою, собственную атаку, так говорит. Вот, видите, как хорошая контратака. Александр Афанасьевич, вот это не возникает чувство дежавю, да, как и в первом поединке спортсмен в синем наступает, да, занимает центр ринга, а вот спортсмен в красном вот, чувствует дистанцию. Хорошо, ага. И там было в предыдущем бою, и сейчас тоже примерно так же. Ну, посмотрим, Вот, видишь, как каков исход он будет. уходит, ага, в сторону. Исходит, посмотрим, ага, только пока первый раунд, да, идет. Да, завершился первый раунд, и что мы можем сказать о спортсменах? Ну, видели, что преимущество маленькое все-таки за красным углом, Ревудским. Это мое мнение, но судьи, у них тоже свое мнение, как сказать, этот раунд. Вот те. Ну да, действительно, вот Ислам Тикеев все время наступал, да, например, вот, наступает, а вот в свою очередь Владислав Ревудский, например, прижат к канатам, нет, он там не остается, сразу уходит в сторону и Да, на дистанции здорово действует, сразу в свою атаку. Да. Вот. Ну, да, более такой, ну, менее закрытый бокс, чем в первом поединке, который мы видели. Но сейчас мы видим сценарий, да, не меняется. Вот у нас постоянно вот Ислам Тикеев сразу начинает опять наступать. Да, идет вперед. Ага, идет вперед, но этот его останавливает, встречает. Вот, перехватывает, то есть так опережает. Вот, видите. Ему выгодно так боксирует. Пока. Во всяком случае, да. Что он без ударов идет. С ударами идет, когда у него получается. Вот видишь как. Да, Ревудский работает вторым номером, ждет своего момента. Да. И у него получается. Да, вот. Хорошее попадание. Сейчас. Ага. Ну, вот очень дальше ему атаковать надо. Например, если правильно построить. Ну, это со стороны, конечно, легче говорить. Во время боя там. Да, конечно. Ага. На ринге все иначе. Ну, Ислам Тикеев, да, видим то, что очень много работает, постоянно атакует, более энергозатратную он вот, игру ведет. А это достижение цели, где находят удары некоторые, ну, большинство ударов пустую идет. Мне кажется, так. Вот. Ну и вот, да, защищается Ревудский, возможность появляется сразу. Сразу переходит в Да, контратаку. Вот попал, ты сейчас комбинацию. тоже справа. Вот сейчас промазал. Вот это надо использовать, промахи синему, боксеру синего угла. Тикеев. Ага. Вот, выбрасывает сильные боковые. Вот, сам попался, да? Ага. О, вот видите, как все 3 удара все прошли. Ну, а последний удар чуть-чуть скользком, но 2 точных удара. Но продолжает владеть преимуществом, да, как мне кажется. Преимуществом. Инициативой как будто бы владеет этот боксер синего угла Тикеев, но попаданий больше. Наносит удары. Да, Ревудский контролирует. Ревудский, да.
Вот Ага, прошел удар, да, прошел удар, после да, работы корпуса. сам пропустил, ага. Ну нельзя вообще ни на секунду расслабляться. Мы Да. видели сразу, вот Ага. прилетает, да? Да, Какой да, да. сильный удар. Это очень напряжение большое, конечно. Чуть-чуть прозевал, пропустил. Может, это будет решить исход поединка, даже если сильный удар пропустишь. Ну, во втором раунде сценарий не изменился. Ислам Текеев как раз-таки на ваших телеэкранах все время наступал. Более агрессивно даже, как Да, по мне, чем в ага, первом ага, раунде. ага. Ну, Владислав Ревудский работает все в таком же стиле, контролирует. Ну, в этом раунде у Ревудского попадания были ого-го еще, да, Мгм. какие. И вот сейчас вот видите, как, повторе видно хорошо. Вот, да, Ага. хорошее попадание боковым. М. Ну, посмотрим, что будет в третьем раунде. Ага. Вот пошел. Третий раунд сейчас будет он беспрерывно атаковать, мне кажется, это боксер синего угла Текеев. Вот видите, как пошел. Ему он проигрыш идет пока, мне кажется, чувствует это и концовку хочет, последний раунд. Да, активно надо работать. Откидать, чтобы это все. Но тут еще другой вопрос, насколько много сил осталось у Да, Текеева. вот этого тоже, конечно. Ага. Потому что первым номером, причем так активно работать. Ага. Ну, пока видим, что тут есть, да, вот энергия. Есть энергия, есть, но он пока третий раунд хорошо начал. Пока идет, ведет пока контратаки боксера Ревудского. Что-то реже стали. Ага. Ну, Ревудский. Ну, а сейчас все равно поймает там где-то моменты. Он сам пошел вперед. Да, вот один из немногих моментов, да, в этом поединке, Ага. когда Ревудский сам пошел в наступление. Ага. Подустал, мне кажется. Текеев. Ревудский. Контратаки у него стали как-то нечетко получаться. А этот идет вперед. Ему надо сейчас концовку взять. Но другое дело, когда идешь, сломя голову в атаку, и самому можно много пропустить, да? Да. Ну, видим, да, что под конец боя оба боксера задышали. Приличное количество, конечно, сил потрачено с обеих сторон. Да, это самая большая энергия тратится во всех видах, Ух, какое попадание. из всех видов спорта, да, соревновательный бой боксеров. Потому что там прибавляется это психологическая трата энергии, все это еще больше. Да. Интенсивность очень высокая. Вот. Ну, динамичный у нас поединок, да, Ага. получился. Оба спортсмена в хорошем темпе работают. Отличный бой. Вот концовку надо еще добавить этому Ревудскому, чтобы уверенно чувствовать там победу, чтобы ему присудили. Вот видим то, что вот боковые, да, вот у Ревудского все-таки достигает цели. Под конец включился представитель Москвы. Мгм. И все. Все. Поединок закончен. Спортсмены благодарят друг друга за этот замечательный поединок. И ждем оглашения. Это у нас угол. Решение судей сейчас посмотрит супервайзер. Это очень много моментов, очень много спора бывает при равных боях. Итак, решение судейской коллегии.
Да, Владислав Ревудский одерживает победу в этом поединке. Но он одержал хорошо победу. 2 первых раунда бесспорно он победил. 3-й раунд равный. Да, конечно, мы сейчас останемся на этом ринге, как мы уже объявляли ранее, дорогие друзья. Шахов боксирование. Да, наш якутский боксер Алексей Шахов выйдет. А сейчас мы вот досмотрим яркие эпизоды заключительного раунда поединка между Текеевым и Ревудским. Ну, похожая ситуация, да, как и в первом поединке. Да, как и в первом поединке, да. Они похожи как-то. Текеев наступал, а Ревудский чувствовал дистанцию. Когда надо, сокращал ее, больше попал, и за счет этого и, собственно, добился успеха. Ну что ж, дорогие друзья, на ваших телеэкранах Шамиль Мансуров, представитель Чеченской Республики, и против него Алексей Шахов, Республика Саха-Якутия. Первый поединок, в котором принимает участие представитель нашей республики. Алексею Шахову 28 лет. Он с города Алдана. Тренируется под руководством Валентина Тимиркова, заслуженного тренера республики, по-моему. И он давно с ним работает. Да, является Алексей мастером спорта Российской Федерации, 6-кратный чемпион республики, финалист российского турнира класса А на призы Валерия Попенченко. В Магадане. Да, дальневосточный. Шахов представляет республику Саха-Якутия. Будем переживать и сейчас болеть за представителей якутской школы бокса. Ну что ж, обращаем внимание. Визуально кажется, да, то, что Мансуров имеет маленькое преимущество в росте. Да, ну, да, выше. Чуть выше. Ну, бой пока не торопятся. Присматриваются друг к другу. Это правильно. Но, мне кажется, он спокоен. Алексей ждет пока. Боксеры Чеченской Республики в последнее время прибавили в мастерстве. Видим, что размах рук, да, Мансурова приличный такой. Присматриваются боксеры друг к другу. Не прошел боковой. Я еще пока них волнуются, нерешительно. Вот, хорошо сейчас провел удар справа. И как встречает это действие местная публика, потихоньку заполняется у нас триумф. Потяжше будет решительно надо действовать Алексею. Он пока присматривается. Мне кажется, это ничего особенной опасности не представляет боксер с Чечни. Ну, оба, да, спортсмены осторожничают в дебюте встречи. Шахов надо побольше работать сейчас. Вот хорошо. Вот так. Ой, еще одна хорошая. Он мягкий какой-то по натуре, по стилю. Физически тоже наш более хорошо подготовлен. Ну, Шахов потихонечку торопиться, набирает, не надо. очки. Торопиться не надо. Только первый раунд. Заканчивается. Мансуров по корпусу работает. Ну и пока не может, да, найти ключи. Да, он не уверен как-то. И удары размашистые и не достигают цели. Алексей Шахов продолжает очень спокойно работать. Этот раунд он хорошо проводит. Он защищается, нормально удары не пропускает. Пару раз попал там нормально. Вот раунд
закончился. Ну, Алексей Шахов, да, стоит отметить, здорово провел первый раунд. Очень спокойно. Ну и, как мы отметили, да, по нашему мнению, Шахов первый раунд взял. Были акцентированные, хорошие попадания. Вот, например, прямой какой прошел, да? Ну, там несколько скользящие попадания, но все же попадания в подбородок есть. Этот момент, да, тоже Да, он размен у ага. канатов. Тренируется он под руководством тренера Валентина Семеркова и мастер спорта международного класса Александра Самойлова, который ему сейчас помогает. Ну что ж, второй раунд, дорогие друзья. Алексей Шахов, Республика Саха-Якутия, Шамиль Мансуров, Чеченская Республика. Вот, Александр Афанасьевич, по вашему мнению, как сейчас будут развиваться события во втором раунде? Во втором раунде, ну, прогнозировать это, конечно, может не так получиться, но мне кажется, Шахов должен взять его насчет напористости и точности ударов. И физически он сильнее, мне кажется. И технико-тактическая подготовка нашего боксера лучше, Ну, то есть Шахов на мастеровитие. мой взгляд. Ага. Ну, продолжает вот, Мансуров Ну, пока пытаться не найти, спе- да? ага, не спешат. Ова. Но Алексею надо работать. Алексей выжидает, в свою очередь, Выжидает. свою, да, долго, возможность. Выжидает этот боксер. Ух ты. Чеченец дистанцию так держит так нормально. Но вот видишь, он мало бьет и неуверенно бьет. Сейчас Шахову надо работать. Воспользоваться этим моментом. Хороший боковой хорошо сейчас прошел. попал, ага. Он сейчас возьмет, да и это самое. Поактивнее начнет работать. Видишь, как опасно. Шахову надо работать самому. Ждет и ничего не предпринимает. Долго ждет. Удары не достигает цели. Да, вот С дистанции, да. пока что, да, Не- упирается в не защиту. не доходит, да, до упираться. Он чуть выше, как заметили в начале боя, да, чуть-чуть отклоняется, и удары нашего боксера не доходят. Ну, как-то Видите, поувереннее себя он стал чувствовать, да, Мансуров? Да, второй раунд уже поувереннее пошел. Как-то у него удары неуверенно какие-то были. Легкие и это самое. А сейчас он, видишь, как прочувствовал Да, прочувствовал соперника и это ход самое. поединка, включился он Вот он хорошо. передней рукой работает. На отходе работает. Ну, надо работать же Алексею. Вот так, работать, не отпускать. Здорово. Не отпускать надо. Вот здесь работать надо. Да, очень интересный раунд, конечно, получился. Интересный раунд. Мне кажется, этот лучше выглядел боксер с красного угла в этом раунде. Мансуров Шамиль. Вот наставление дает секундант. Сейчас третий раунд, ну, переломить надо. Надо будет победа. Ну, Шамиль, кажется, да, поверил в свои силы. Да, он уверенно начинает чувствовать. Долго присматривался. В первом раунде вообще там не мог, да, никак пройти защиту. Да, ну, видно было, в первом раунде. Но первый бой у некоторых спортсменов бывает очень трудным, тяжелым.
как-то пристраиваться. Первый бой, если пройдут, они потом от боя к бою лучше становятся. Но видишь, как у Шахова что-то трудно ему пристроиться. А сейчас в своей манере работать. Да, продолжаем Ага, переживать. хорошо, вот так, ага. Почаще надо атаковать и не отпускать. Почаще атаковать и не отпускать. Вот удар справа. Вот, хорошо пошел. Здорово. Справа, ага. Ну да, почаще надо, почаще ждать. Осталось совсем мало конца боя. Тут пристраиваться нет смысла. Бить уже все. Вот тут надо. Ну, идти вперед, и, конечно, нужно оставаться очень внимательным. Да. Потому что мы же уже пару раз видели, как Мансуров, уходя, может, да, Да, вот, на отходе, выкинуть на сильный отходе удар. он набирал очки. Вот тут надо работать. Ну, пошел. Что ты? Вот так. Есть. Чаще надо. Ну что, темп у нас значительно, да? Да. Выше стал. Вот так. Есть. Обманные удары надо побольше. Но все удары сильно нельзя бить. Ну, здорово. Не надо останавливаться сейчас, Алексей Шахову. Надо продолжать. Ну еще время. Есть, ага. Больше минуты. Еще минута это много. Бить, елки. Здорово корпусом работает Алексей. Вот видишь, на дистанции держит. Надо поближе и не отходить от него. Бить надо, елки. Вот. Есть попадание. Да. Вновь хорошо встретил. Бой. 3 секунды остается. Ну и посмотрим, как концовку проведут спортсмены. 15 секунд осталось. Сейчас концовку надо вырвать. Вырвать концовку. Не останавливаться. Бить все время. Легкие удары сейчас надо бить. Да, надо делать концовку. Все. Время. Да, звучит гонг. Ну и, как видим, уверен в своей победе Шамиль Мансуров. Посмотрим, что решат судьи. Решат бой такой спорный. Хорошую динамику и темп продемонстрировали боксеры в третьем раунде. Ну, Шахов, да, тоже почувствовал, тоже включился. Хватило ли результативных действий? И победу, да, присудили. Ну, за что это точнее был более. Удары у него точнее были. А так бой равный. Да, Шамиль Мансуров, представитель Чечни, выходит победителем из этого поединка. Ну, а как начиналось-то все, да, как-то вот неуверенно Шамиль Мансуров включался, да, в этот поединок. Он пристраивался не торопясь, вот здесь дистанцию свою. Но ему другого никак, потому что физически он уступает ему. Вот на дистанции ему обстреливаться. Но со второго раунда здорово начал, да, действовать. Наш боксер. Ну, он его сам. Да, Лихман сейчас был. Жаль, конечно, но это единоборство, это бокс. Тут должен быть победитель. Да, и победитель проигравший. обязательно должен быть. Ищи не бывает. Ну и на сегодня, к сожалению, да, вот Мансуров вышел победителем. Ну что ж, а сейчас мы также с нетерпением ждем выхода Вадима Лихмана.
тоже еще одного представителя Республики Саха-Якутия. И против него выступит Магомед Арсланбеков, Дагестан. Четвертый поединок в весовой категории до 91 килограмма. Утренняя программа продолжается. Вадим Лихман, ему 31 год, из поселка Чульман Нерюнгринского района, является мастером спорта Российской Федерации. Двукратный бронзовый призер чемпионата России. Вот как раз мы вспоминали ранее, да, вот первым из якутян он стал призером в столь тяжелом весе чемпионата России. Также является чемпионом Дальнего Востока и бронзовый призер чемпионата России вооруженных сил. Ну, достаточно опытный боксер, наш боксер Лихман Вадим. Он сейчас выступает за город, за Республику Саха-Якутия и Хабаровский край. Он сейчас в настоящее время живет в Комсомольске-на-Амуре, тренируется под руководством заслуженного тренера Российской Федерации Сергея Гондуркаева. Ну, он вырос как боксер в Нерюнгри, выступал за нашу республику. В прошлом чемпионате, как сказали, ну, мы говорили, что он был уже здесь, а потом еще один раз стал призером. Вот бой пока он уверенно начал. Лихман, а его соперник внимателен очень, не спешит. Да. Хотелось бы, чтобы Лихман и на этом чемпионате, на домашнем, да, замахнулся на пьедестал почета. Ну, конечно, хотеть не вредно, как говорят. Ну, все может быть. Арсланбеков наступает. Лихман, конечно же, у канатов не останется. Дагестанские спортсмены в последнее время доминируют. Вообще в боксе раньше у них был по вольной борьбе. И сейчас по вольной борьбе они основной вид. А по боксу тоже у них есть олимпийский чемпион Гайдарбек Гайдарбеков. Он должен был приехать сюда. Вот приехал в числе почетных гостей. Гостей, да. Он ростом ниже, дагестанский спортсмен. Вот, Вадиму надо встречать, опережать дистанции. Не надо подходить, подпускать его. Вот. Дистанция прямым ему выгоднее бы. Вот. Очень решителен, да, в атакующих действиях Арсланбеков. Да. Вот. Капа, да, у Лихмана. Вылетела, пропустил удар. Сильный удар. Вот навязывает, да, Арсланбеков свой бокс, вот постоянно сокращает дистанцию, пытается приблизиться. Ну, он, конечно, моложе нашего боксера. Молодость, это вы сами знаете. Так, тем моложе, конечно, в этом преимущество очень солидное. Возраст. Но зато у возраста есть опыт. Да, конечно. Ну, первым номером продолжает работать Арсланбеков. Да, и вот, и как вы сказали, да, Александр Афанасьевич, Лихману надо чувствовать, да, дистанцию, действовать на опережение. Так-то он хорошо дистанцию чувствует, но надо делать. Он все может, но видите, как-то опаздывает. Тут быстрее. Вот удары. Вот видите, как настырно идет. Вот таких ударов, да, вот именно в борьбе очень много было. Комфортно себя чувствует в ближней дистанции Арсланбеков. Арсланбеков, да. Он вблизи у него хорошо получается. Удары короткие, жесткие, быстрые. Вблизи он хорошо действует. Но надо дистанцию использовать, свой высокий рост. Длинные руки, на дистанцию наработать надо. Ну, тренер, видимо,
ему подсказал. Вот это ему невыгодно. Ввязываться в ближнем бою. Ну, вот. Но он напорист идет, идет, идет на него. Не дает ему дистанцию так прочувствовать. Вот так двигаться надо, отходить. Отходить надо Лихману. Вот. Вот так надо. Почаще, почаще. Вторая. Ну, не перестает, да, Ну, ни на он секунду. хорошо готов и молодой, видите как. Ему в такой стиль ему как раз подходит в ближнем бою работать. Плотный идет и интенсивность очень высокая. Надо бы подвигаться. Да, хотелось бы большей точности в действиях Да, Лихмана. Ага. До головы пока добраться не удается Лихману. Тут работу по корпусу, либо же по защите. Вот пытается, не точно. Сам же тут пропускает тоже. На дистанцию надо. Вот так, из дистанции не подходить, отходить надо ему. Отходить и с прямыми ударами. Вот идет вперед и как раз ему вот, а потом в ближнем бою начинает работать. Вот. Вот, хорошо. Хоть так надо, но вот этот раз надо сразу. Ух ты, какое тяжелое это попадание, да? Вот видите, как ему надо идти, к нему идти, это же невыгодно. Ходить бы на ногах, двигался бы. Такой удар он не пропустил. Ну, тут в один, да, поплыл, конечно. Ага. Тяжелое попадание. Сейчас могут судьи сейчас. Ага. Все, остановил судья. Да, Технический нокаут, ага, ну вот. Тактика. ну стоит отдать, да, должное Магомеду Арсланбекову. Он сильнее и выиграл. Очень задористый, такой подвижный, да, энергичный парень. Вышел на протяжении всего поединка, работал первым номером, все время наступал. Ну и этот стоял, и ему это выгодно было. Если бы двигался бы на ногах, до дистанции только вот тычками работал бы, он мог бы даже выиграть. Ну что ж, победу техническим нокаутом в этом поединке одержал Магомед Арсланбеков, представитель Дагестана. Хороший уровень подготовки, да, продемонстрировал дагестанец. Сам наступал и, стоит отметить, да, защищался также здорово. Да, конечно. Да ему выгодно эта тактика. Навязывать свою манеру. Средняя дистанция у него. Ударная самая так. И Ну вот на повторах Ну, видим, да, то, что Вадим к нему шел моментами. И вот видите как. знатно, да, встретил на опережение. Боковым вправо. Точно попал. Да, тяжелое попадание. Ну, бокс это кто-то пропускает удар, кто-то наносит сильный удар. Ну, вот. Да, ну что ж, а сейчас мы идем дальше. Это же весовая категория. Мы ждем появления Ивана Сагайдак. Да, он вот на ринге. И против него ранее мы на телевизионной картинке видели Алексея Зобнина. Алексей Зобнина в синий угол. Да, Сагайдак у нас представляет
Рязанскую область, и Зобнин, Оренбургская область. да, Оренбургская область. Ну что ж, первый раунд Первый раунд, да. стартовал. Они ростом почти одинаково. Телосложение даже похож, мало, да? Да, если видеть вот, Ага. ну, действительно по телостроению, да, Да-да-да. Ага. схожи. Ну, они не торопятся. Ага. Спокойно начинают боксеры. Видим, Зобнин, по всей видимости, хочет, да, больше действовать в атаке, активнее работать. Видим, Сагайдак не дремлет, он готов тоже сразу выпустить Ага. комбинацию. Они очень внимательны, не спешат. Вот. Вот защищается вовремя Сагайдак. Ну, защита у них у обоих хорошая, вовремя защищаются. Да, пока все атаки приходятся в защиту. Да. Таких акцентированных, четких ударов пока. Они присматриваются. Сейчас надо, ну, моменты сейчас будут уже. Разведка сейчас закончится. И вот. Попал слева. Утренняя программа у нас по плану идет до 3 часов, дорогие друзья. И хотелось бы напомнить для тех, кто, может быть, только сейчас присоединился к нашей трансляции. В 17:00 сегодня будет торжественное открытие чемпионата России, по завершению которой сразу же начнется вечерняя программа. Продлится на Вот, пошел в атаку. 30. Сагайдак. Так что приглашаю всех любителей спорта в «Триумф». Будет боксировать Василий Егоров. Да, вечером. Вечером первой пары. После открытия. Вот. Более там концовку лучше был Иван Сагайдак. Ну, это мое личное мнение. В самом конце. А вот говоря, да, кстати, о Василии Егорове, он сегодня вечером встретится с Виктором Кулдушиным, чемпион Москвы. Очень интересный поединок. И также на ринг выйдет Роман Абутов. Это весовая категория уже другая, до 75. 75 килограмм. Ага. И против него выйдет мастер спорта, представитель Подольска, Вениамин Пряхин. Угу. Московская область, да? Угу. Вот. Ну да, боксеры начали, да, вот первый раунд. Ага. Осторожно присматривались. И Ну, по ходу встречи уже начали, да, набирать. В конце. Итак, второй раунд. Иван Сагайдак и Алексей Зобнин. Сагайдак занимает центр ринга. Высматривают, да, оба спортсмена. Очень похож у них стиль ведения поединка. Ага. Стойку меняет Зобнин. Ну, оба очень быстро действуют, да? Атака, они одного уровня мастерства. Чувствуется так,
Последние минуты По- Сагайдак. полторы минуты, то есть полтора раунда прошло. И преимущества такого не чувствуется, да? Не ощущается ни у кого. Прямой прошел в подбородок. Судьям трудно в таких боях определять победителя. Ну, во второй половине раунда боксер синего угла чаще стал наносить удары, и удары иногда достигают цели. Вот. Вот, хорошо, вот видите. Оренбуржец инициативу охватывает потихоньку. В таком же темпе продолжают, да, работать Да. спортсмены. И вот Ну, удары не достигают цели у обоих почти. да, продолжают они осторожно работать. Чуть больше 30 секунд Да, остается. Полминуты остается. Ну, действительно, да. Зобнин более активнее работает. Концовка раунда. Ну и вообще этот раунд пропускает, тем не менее. И вот еще, да, прошел хороший боковой. Обоюдно удары нанесли как-то. Но судья счет не открыл. Да, завершился раунд. Очень равный поединок, да, демонстрирует Да, мне кажется, спортсмены. да. Ну, у нас Алексей Зобнин наступает, да, все время. Попадания были как с той и с другой стороны. Очень Вот видите, как попадает. оба спортсмена очень сконцентрированы, действуют осторожно, прощупывают почву, так сказать. Видите, как он как бы, ну, это удар вот такого не было точного. Возобновляется поединок. Иван Сагайдак и Алексей Зобнин. Начало этого раунда также Да, также спокойненько, да? меняется. Ага. Еще одна возможность. Зобнин сейчас под левшу дал, потом меняет опять стойку. Вот иди. Да, по ходу встречи меняет стойку. Два удара провел точных Сагайдак. Ого. Надо почаще. Сейчас третий раунд. Преимущество, чтобы было, так сказать, ощутимое. То у них равный бой идет, да? Вот так. То в одну, то в другую сторону. Да, кто-то попадет пару раз. Да. В скором времени ответ. Вот тут надо дорабатывать у канатов. Нет. Есть попадание. Боковой прошел. Так, что у нас? Да, там что-то поправить. Да, некоторые проблемы с обмунированием, видимо, возникли, но тут же проблема была решена, бой продолжается.
Ну что ж, Боксеру первого тяжелого веса. ну, много работает Сагайдак корпусом. Меньше минуты остается. И как-то вот визуально, да, если судить, то не знаю даже. Так бывает в равных боях. Очень трудно бывает определить. Ну, всякие разные способы судейства было, менялись. Раньше судейство в боксе было постоянным. Ну, профессионалов также и осталось постоянным. А на кнопочную перешли, было вот самое, кап у него выпало. А сейчас опять начали судить по запискам. Да, в ногу со временем, да, и изменения, конечно, с годами и в самом спорте, да, Да. и в судейской работе. Вот он. Есть секунда. И продолжая, да, вот, собственно, беседу о судьях, на этом чемпионате у нас судейская коллегия состоит из 42 человек. Есть у нас там и представители, конечно же, республики Саха-Якутия, если не ошибаюсь, 10 судей. Есть также судья, который будет работать в рэщере на ринге, представитель Якутии Семен Румянцев. Ну а сейчас вот как раз-таки представители судейского корпуса. Определять сейчас в таком равном бою. Да, и победу присудили Сагайдак. Зобнину, да. Зобнин Алексею. Алексей Зобнин принимает поздравления. Очень победа в очень равном поединке. Ну, значит, больше точных ударов нанес. Судьи внимательно подсчитывают эти удары. И достойно, значит, он одержал победу. Вот видите, как в повторе хорошо видно. Передней рукой попадает. Вот, опять попал. 3 удара нанес. Вот, опять. С другого ракурса. На другого ракурса тоже Хорошее попал. попадание. Дорогие друзья, у нас чемпионат России по боксу будет идти по 20 число октября. С 13 по 17 у нас идут предварительные поединки. 18 октября день отдыха, 19-го полуфиналы и 20 октября у нас главные поединки, финалы. Дорогие друзья, приходите в Триумф, смотрите наши трансляции. Мы будем работать ежедневно и в прямом эфире показывать поединки как утренней, так и вечерней программы. Хотелось бы, да, отметить для телезрителей, конечно же, то, что на этом чемпионате у нас оспариваются не только медали. И, если не ошибаюсь, данный боксерский старт в Якутске является отборочным на Европу же, да? На чемпионат Европы и чемпионат мира потом через год в Сочи. И главный тренер России сказал, что просмотр на Токио уже начинается в Якутске. В своем интервью он так сказал. Потому что это очень ответственный чемпионат. Здесь будут участвуют поэтому очень сильные спортсмены, лидеры. Ну, пока вот начало идет, предварительные бои. Вот где, начиная с четвертьфиналов, полуфинала и финала, будут очень такие сложные поединки пойдут. Ну, сильнейшие уже будут выявляться в конце.
Так, а сейчас вот боксируют Шабанов Али. Али в красной форме Дагестан и Владислав Иванов, Московская область, в синей форме. Да, ну как вы поняли, дорогие друзья, во всех смыслах очень ответственный старт, да, можно с сегодняшнего дня начать вот свой путь, да, к Олимпийским играм. Очень много у нас почетных гостей ожидается, много именитых у нас и спортсменов. Этот поединок более интересен, чем предыдущий. Ну, это мне так кажется. Боксеры очень хорошо подготовлены. Тактические варианты тоже хорошо используют. Вот. Боксер синего угла идет вперед, в атакующем стиле работает, а боксер красного угла очень хорошо контратакует, ждет, но бой идет в равной борьбе. Пока так. Ну, очень, да, высокий темп демонстрирует оба спортсмена. Даже, я думаю, телезрители вот визуально это замечают. Очень много двигаются, активно работают. Красного угла боксер из Дагестана. Вот, как мы говорили, Дагестан, конечно, в последнее время доминирует в боксе. И сборы к этому чемпионату боксеры сборной команды России проводили в Дагестане. Потом уже пришли, вот в Якутск приехали. Интервью сказали боксеры и тренеры об этом. Вот. Хорошая серия, да, пошла. Хорошая серия пошла. Последние мгновения раунда. Хорошие боксеры чувствуются. Московская область. Динамичный первый раунд получился. Ну и да, вот недавно мы затронули, да, тему почетных гостей. Ждем мы появления в Центре спортивной подготовки «Триумф» таких больших людей в мире бокса, как двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, вот, олимпийский чемпион Гайдарбеков, вот, Александр Афанасьевич, вы уже ранее упоминали, да? Да. Егор Механцев, Рахим Чахиев, да, Александр Поветкин и другие вот столь большие люди в мире бокса должны посетить и украсить своим присутствием второй чемпионат России по боксу, который проходит в столице нашей республики. Я думаю, всех почетных гостей мы увидим на церемонии открытия. Мы уже говорили, то, что сегодня в 17:00. Ну и да, и прежде чем возобновить просмотр данного поединка, хотелось бы отметить то, что каждый день у нас программа будет такая же. То есть с 12 до 3 утренняя программа и с 5 вечера до 8:30 это у нас уже вечерняя программа. Ну что ж, второй раунд поединка между Али Шабановым из Дагестана и Владиславом Ивановым, представляющего Оренбургскую область. Ну, видим Иванов, да? Как? А второй раунд еще интенсивнее пошли работать боксеры, так. Боксер из Московской области наступает все время. Он все красный угол. Дагестанец хорошо встречает, контратакует. Ну, бой идет в равной борьбе.
А продолжают спортсмены, ну если не наращивать темп, да, ну продолжать работать также. Победу одержал боксер Краснова Сергей Раздинцев, Свердловская область. Ищут возможность для проведения акцентированного удара. Ну, пока с обеих сторон, да, вот защита работает как надо. Иванов в наступлении. 35 секунд до конца раунда. Вот хорошо контратакует Шабанов. Вот. Хорошо уклоняется и контратакует. Ответная контратака. Вот. Вот эта концовка он хорошо проводит. Не пропускает ударов. Ну, Шабанов держит руки внизу, да? Свободно держит, но он чувствует дистанцию и контролирует хорошо атакующие действия своего соперника. Насчет почетных гостей я видел, что приехал олимпийский чемпион Шамиль Сабиров, который единственный чемпион Московской олимпиады из команды Советского Союза. Он приехал с Краснодара. Какой же, да, праздник бокса без Да, конечно. людей, которые пишут, писали историю российского и мирового бокса. Ну, Александр Афанасьевич, вот по вашему мнению, вот кто все-таки продуктивнее ведет этот поединок? Бой сейчас, последний раунд должен все решить. Сейчас переменным успехом как-то одно время боксер синего угла Иванов доминировал, а хорошо встречал концовку второго раунда. Провел это Шабанов Али. Ну, сейчас посмотрим, давай. Раунд, да, который Он дистанции. все решит. Вот, видишь, двигается он. Хорошо двигается, уходит. Вот так надо было вот нашему Вадиму Лихману работать. Стоять тут ударному боксеру. Хорошо, здорово вот передвигается, видите, да, Шабанов? За это предупреждение не дают, как, например, как в борьбе. Отбегайся и простреляй дистанции, попадай, и победа будет. Держит дистанцию, вот мы видим. Но не всегда получается, да, вот уйти от удара. Он от синего, боксер синего, тут продолжать надо ему возле канатов. Он все время маневрирует, уходит на дистанцию. Ему неудобно, вот сейчас надо ему работать. Вот, что-то это. Вот, концовку сейчас будет, все. Иванов продолжает наступать. А этот контратакует, двигается. Ну, правильную тактику он принял. А то стоять ему невыгодно. Вот видите. Достал прямым. Чуть больше минуты остается в этом поединке. Иванов вот, продолжает искать счастье в атаке. У него получается в контратаке работать. У боксера из Дагестана Шабанова. Судьи решат. Так и закончится, мне кажется, поединок. Так и будут. Действительно, Шабанов здорово чувствует, да, вот дистанцию, держит ее, и движение, да, соперника тоже чувствует. Угадывает моменты, ну и видите как. Вот.
Это стиль тоже, тактика. Как хочешь, ты и боксируешь. Тебе выгодный надо, стиль надо выбрать для себя выгодный. Вот видите, как он выигрывает третий раунд. Ага. По попаданиям. Да, и вот казалось бы, да, что Иванов постоянно наступает, больше бьет. Да, Ну, у нас-то важнее точность, да, а не попадание за удары. качество Очки, важнее очки количества. даются и это самое. Ну да, порадовал зрителей и болельщиков Шабанов. Очень здорово двигался, уходил от атак. Сам тоже в долгу не оставался, уходя, сам тоже вот И, мне кажется, он бил. посмотрим, давай. Не будем торопиться. Ну, здесь выиграл действительно. Али Шабанов принимает поздравления. Одержал он победу в этом поединке. Ну и мы ждем следующую пару. У нас Узунян, да? да, Владимир Узунян и против него Андрей Хлыновский. Новский Краснодар и Алтайский край. Ну, как мы уже говорили, да, дорогие друзья, я думаю, все любители бокса, да и спорта в целом знают, прекрасно знают то, что чемпионат России по боксу проходит в Якутске второй раз. В 2007 году, да, наша команда продемонстрировала, ну, замечательно выступила, завоевала 6 медалей. И по количеству, да, медалей, вот, в медальном зачете поделили лидерство вместе с командой Москвы. Тогда Ну да. единственную золотую медаль, медаль высшей пробы, завоевал Георгий Русланович Балакшин. Также в активе нашей команды по итогам того чемпионата 2007 года было 5 бронзовых медалей. Да, 5 бронзовых медалей. Это Винокуров Дмитрий, 49,8 килограмм. 51. То этот Дмитриев, 54, простите, Дмитриев Николай. Лихман Вадим, тяжелой весовой категории. Также Афанасий Паскачин, 57 килограмм. Вот. Да, вот тогда Якутск право проведения, да, выиграл и опередил такие города, как Грозный, Махачкала, Челябинск, Ростов. И вот спустя 11 лет вновь принимаем главный боксерский старт страны. Ждет нас очень увлекательные 8, ну или 9 дней, да, которые будут, безусловно, полны искрометного бокса. Владимир Узунян в красной форме и против него Андрей Хлыновский. Владимир представляет Алтайский край и против него Хлыновский из Краснодара. Ну что ж, давайте смотреть. Узунян, Хлыновский, Краснодарский. Боксеры работают в правосторонней стойке, необычной оба. Вот. Узунян пока, ну, вот, не торопится, ждет. Хлыновский, ну, также вот в синей форме он идет чаще, он вперед идет, ага. Первым начинает, поддавливает. Ну, Хлыновский, да, вот периодически сокращает, разрывает дистанцию. Узунян очень здорово передвигается. Этот бой тоже похож на предыдущий. Боксер с красного угла, так же как и Шабанов, отходит и двигается, и на контратаках работает. Вот.
Третий раунд. Хлыновский находится всегда вот в наступлении, да? Да. Ну, это только начало. Но сейчас это сама концовка раунда. Спортсмены уже будут, конечно, более активнее, более решительнее. Вот. Ну, работа в клинче. Ну вот Узунян ждет, да, своего момента. Ждет и работает либо по корпусу, либо же по Да-да-да. защите. У него тактика вот контратаки, ну и искусное обыгрывание, как бы, да. Он не спешит, строит свои эти контратаки на ошибках своего соперника. Вот после уклонов действует. Вот. Ну, как тут сами видите, и стойку меняет, оказывается. Завершается первый раунд. И да, вот хотелось бы, да, отметить то, что у нас Хлыновский-то и не дает, да, ну и не давал много шансов для того, чтобы вот прям очень сильную контратаку провести. Да, он поддавливает его, активно действует. Определенно таких хороших там контратакующих действий Узунян Владимир делает. Ну, маневрирует, пока вот прочувствовал этот раунд. Эта весовая категория введена была позже. Раньше полутяжелой весовой категории 81 килограмм был и свыше 81 был. Потом ввели первый тяжелый и второй тяжелый вес свыше 91 килограмма. Сейчас это боксеры первого тяжелого веса. Стартовал у нас второй раунд. И посмотрим, что нам предложат боксеры. Ну, Хлыновский, да, вот продолжает активно очень действовать, наступать. Да. Хороших завершений атаки ему надо. Ну, попаданий, чтобы точно таких. А так он поддавливает, но конца этой атаки такой завершений таких хороших нет. А этот с красного угла также отходит и то же самое. Ну, таких акцентированных Да, попаданий тоже нет. Попаданий тоже нет. Ага. Ну, еще середина боя. Ну да, чем ближе концовка поединка, оба спортсмена, конечно же, начнут действовать более решительно. И мы более чем уверены, что увидим попадания Вот, хорошие. Вот, ага, не использовался так. Перевернул его. Вот. Активный размен. Да, обмен ударом идет беспорядочный. Вот. Опаздывает Узунян. Ну что ж, 40 секунд остается драться во втором раунде. Тут хороший боковой прошел у Узуняна. Размашистый удар. Ну,
Хлыновский продолжает наступать, но, как отметили ранее, нет пока. Судьям трудно будет решить до сего времени, ну, момента, еще третий раунд сейчас, то более-менее завершение атаки будут или контратаки делать, точно попаданий, тому, мне кажется, дадут победы судьи. Сейчас пока идет равная борьба. Да, завершился второй раунд, и подводя итоги, да, вот этих 6 минут бокса, вот, Александр Афанасьевич, кому даете предпочтение? Предпочтение, ну, равный идет, я сказал сейчас только что. Ну, оба так. Ну вот видите же, да. Не пропускает удар вот этот Азудян. Но тем не менее и нет так, не наносит точно ударов. Ну и такая же ситуация, да, собственно, у Хлыновского, постоянно наступает, но Да, вот сейчас попаданий. попал, но скользь тоже так не точно. Азудян. Сейчас третий раунд. Решит все. Да, заключительный третий раунд, и сейчас за эти 3 минуты будет решена судьба данного поединка. Вот так двигаться надо. Бы не стоять. Вот обвязываться все время. Он, видимо, Азунян, видимо, так решил, что он двигаться, не приближаться. Вот видите как. Если вот так будут они вблизи вязаться, он проигрыш окатится. Вот этот раунд более чище работает Азунян. Вот ему не надо стоять. Не стоять, ну, ни в коем случае. Ну, а Хлыновский, в свою очередь, да, Ну, продолжает он, конечно, пытаться продолжает, он себя разрывать вызывает, дистанцию. а к себе, а тот не идет и все время уходит. Вот. Ну, вот ведь тут непонятно, но видишь, как он как бы выигрыш оказывается. Двигаться надо. Ну, по ходу этого поединка мы уже видели, Вот что видите, как здорово как, Узунян, да, передвигается по рингу. Не стоять ему. Стоять будет, он проиграет. О, видишь как. 1,5 минуты. Так сконцентрирован, да, Узунян. Вот он стоит. В изогнутом положении ждет атака Хлыновского. Боксер в красных шортах. Ну вот видите, как инициативой владеет сейчас Хлыновский, Хлыновский, да. Это очень сложно. Да. Когда превосходство одного боксера над другим, легче. А тут видишь как. 40 секунд, чуть больше 40 секунд остается, и Узунян продолжает вот передвигаться, активно передвигаться. Все-таки это первый тяжелый вес, все-таки это не подвижнее, более так. Ну, не сравнишь, конечно, чемпионат страны с чемпионатом, допустим, региона. Ну, субъекта. Республики или области. Но Хлыновский весь поединок наступал. Посмотрим, как оценят действия спортсменов судьи. Сейчас подождем. Да, сейчас же все-таки взяла Хлыновский, который наступал и не особо много попадал, да, или же Узунян, который много передвигался, ну и также попадал немного. Да, сейчас более точнее был Азунян.
не знаю, судьи. Узунян, то есть не Азунян, а Узунян. Ну вот видите как, в таком бою. Да, победу а, дали тому, кто более активный активнее был, да? да. Всегда наступал. И вот, собственно, Вот, Андрей Хлыновский. Первая победа все-таки всегда трудно. Поздравляем Андрея. И сейчас у нас далее будет заключительный поединок в этой весовой категории. Утреннюю программу в весе до 91 килограмма. В первом тяжелом весе закроет Тимур Пирдамов, Тюменская область, и Садам Магомедов, Дагестан. Ну и вот, да, видим активные, резкие такие, да, движения, действия Хлыновского в атаке. И как бы Узунян не старался много передвигаться по рингу, уклоняться, все-таки Хлыновский одержал победу в этом поединке. Вот у нас последняя пара в этой весовой категории. В красном углу Тимур Пирдамов из Тюменской области. И против него, соответственно, в синем углу Садам Магомедов. Да, после этой весовой категории мы, пожалуй, приступим к просмотру супертяжелого веса. Ну и как мы уже говорили, да, ранее представители сборной республики у нас в утренней программе сегодняшнего дня представлены в этой весовой категории. Может, кто не успел, да, стать свидетелем этих поединков. Алексей Шахов, представитель якутской школы бокса, ранее вот в третьем поединке утренней программы в весовой категории до 91 килограмма уступил Шамилю Мансурову из Чеченской республики. Ну и еще один представитель Якутии Вадим Лихман, двукратный бронзовый призер чемпионатов России. Также из Якутии техническим нокаутом уступил Магомеду Арсланбекову из Дагестана. Ну и сейчас вот мы видим Пирдамов и Магомедов. Магомедов выступает также двойным зачетом. Владимирская область и Дагестан. А этот за Пирдамов Тимур, Тюменская. Ну, боксеры тоже 91 килограмм. Разница тоже вот в росте. Видите, боксер синего угла более выше ростом. Но зато вот Тимур Пирдамов вот покрепче будет, да? Ну, покрепче так не скажешь, ну так потолще и, ну, и это более ну, вот. Да, у нас какая-то вот прям закономерность, да, вот наблюдается. Вот боксеры в синем одеянии вот, ну, чаще, да, почему-то действуют активнее в атакующих действиях. Да, ну, а это как его боксер синего угла Магомед Садам более как-то подвижнее. Вот видим, Пирдамов тоже не прочь, да? Ну, вот. не просто, но он, несмотря на свою так, эту самую комплекцию,
тоже быстрый. Сравнительно, конечно, те. Завершился первый раунд. Ну, поработали, да, хорошо. Ну, за раунд каких таких четко, чтобы таких оценить действий у обоих нет. Ну, это мое мнение. Так, сейчас дальше посмотрим. Да, у нас в Центре спортивной подготовки «Триумф» установлены два ринга. И как я знаю, вот соревнование будет идти параллельно на двух рингах до стадии полуфинала. Начиная уже с второй финала, турнир будет проходить на одном ринге. Пока мы сосредоточили свое внимание на весовой категории до 91 килограмма. Ну и далее мы уже приступим к просмотру поединков самой тяжелой весовой категории. Выступление супертяжеловесов нас ждет впереди. Ну а пока мы смотрим заключительный поединок утренней программы весовой категории до 91 килограмма. Тимур Пердамов, Тюменская область. Против него Садам Магомедов, Владимирская область, Дагестан. Несмотря на активность в атакующих действиях, как мы уже не раз отмечали, пока акцентированных попаданий нету, и в принципе хорошо получается защищаться у обоих спортсменов. Красного ринга Максим Архипов, Красноярский край. Синего ринга Никита Зон, Красноярский край. Весовая категория до 81 килограммов. Второй раунд у нас идет. Ну туда тоже тяжело давать предпочтение. Особо ничего не меняется, да, сначала. Пока, ну так же, в таком же стиле оба работают. Ну, ребятам, конечно, тяжело пристраиваться как-то. Вот, сейчас хорошо провел боксер синего угла в разрез. Он вправо ударил навстречу. Ну, в этом поединке, да, много времени спортсмены проводят в клинче. Работают. Все-таки, на мое мнение, мне кажется, чуть лучше проводит поединок боксер синего угла Садам Магомедов. Отдыхают спортсмены. После этого заключительный раунд нас с вами ждет.
Активно работают оба спортсмена. Он является чемпионом города Москвы 2018 года. Тренируется под руководством тренера, заслуженного тренера Лукьянова Александра. Первый тренер Анатолий Шаталов. Секундант из Зарина. Третий раунд. Ну что ж, дорогие друзья, Ага. Начинается третий заключительный раунд, который сейчас решит исход этого поединка. Ну, это последний раунд и конец второго раунда. Более лучше выглядел боксер синего угла Саддам Магомедов. Ну и сейчас вот даже продолжает наращивать свое преимущество. здорово попал Пердамов вот коротким боковым. Все время клинчует. Да, пожалуй, по этому показателю вот у нас первый поединок, да, пока что в утренней программе очень много. Ну, это боксеры, конечно, тяжелого веса. Трудно все-таки перемещаться. Весовая категория все-таки 91 килограмм. Вот поэтому Мастер спорта России. Счет военный не ведется. Является призером Вот, ага, и молодежи 2000. клинчит. ну и в клинче работают спортсмены. Минута 20 до конца этого поединка. Посмотрим, кто более активно себя проявит в завершающей части раунда. Вот попытка размена и сразу опять клинч. Ну, остается 40 секунд. Ну, надо работать в концовку-то. Преимущество свое как показывать. Вот так, лево, и право. Он быстро же не работает, боксер синего угла. Потяжевой дистанции. Он за счет быстроты мог бы его вот так обшелкать, как говорит одним простым языком. Последние 10 секунд. Ну вот так, ага, хорошо, сейчас попал тоже. Вот, молодцом. Ну, давно пора так работать. Вот. В клинче все время. Но, по крайней мере, последние секунды, да, лучше смотрелся точно Саддам Магомедов. Ну и сейчас мы услышим вердикт судейской коллегии. Да, дождемся. Победу судьи присудили Тимуру Пердамову, представителю Тюменской области. Поздравляем Тимура. Ну что ж, сейчас у нас на этом ринге начинается состязание у супертяжеловесов. Ну, а мы имеем возможность перейти пока что на ринг А. Ну а прежде, дорогие друзья, мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой продолжим просмотр чемпионата России. Не переключайтесь. Какой